Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. На Кавказе за недавний период произошли два исторических события. Самое важное и масштабное – это похороны героя Юсуфа Тимирханова, ставшего символом борьбы против произвола власти. Кроме этого, в этом году исполнилось 100 лет со дня основания Горской республики, то есть первого за долгий период независимого кавказского государства. На этом фоне независимость, объединение народов, солидарность широко обсуждались в сетях. Эти события имеют прямое отношение к последним событиям в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, в Чечне и в Ингушетии. Смерть в российской тюрьме Юсуфа Тимирханова объединила Кавказ. Его всенародные похороны стали настоящим протестом против пыток и произвола в российских тюрьмах и всей судебной системы в отношении к выходцам с Кавказа. Сотни мужчин из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии приехали поддержать родных и друзей Юсуфа и выразить свою боль и солидарность. Но некоторых персонажей во властных структурах в Москве не устраивает неконтролируемая ими солидарность между кавказскими народами. Именно поэтому сразу после похорон Юсуфа Тимирханова началась возня, целью которой является рассорить кавказцев, лишить нас объединяющего фактора, ослабить и дальше грабить Кавказ, пока мы грыземся между собой. Практически сразу после похорон Юсуфа представители власти в дагестанском Каспийске решили переименовать улицу в честь палача Сталина, якобы от имени простых жителей Дагестана. Федеральные СМИ придали этому событию значимость, провокаторы пиарили акцию, но это не дало практически никакого эффекта. И чеченцы, и ингуши, и другие пострадавшие народы знают, что отношение к Сталину у дагестанцев примерно такое же, его презирают. Далее представители власти в лице руководства Чечни и Ингушетии на пустом месте создали территориальный спор между регионами и попытались устроить резню между ингушами и чеченцами. Не вышло, альхамдулиллах. Вайнахи, то есть ингуши и чеченцы, братские народы с одной религией, традициями и происхождением. И вот спустя пару недель все те же представители российской власти Кабардино-Балкарии разожгли конфликт между балкарцами и кабардинцами. Москва добавила в этот конфликт масла, прислав избивать жителей Кабардино-Балкарии бойцов Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. И среди этих бойцов Росгвардии, участвовавших в избиении балкарцев и кабардинцев, оказались вайнахи, выходцы из ингушского и чеченского народов. Так как я сам ингуш, я хотел бы сказать несколько слов жителям Кабардино-Балкарии по этому поводу. Это провокация федеральных чиновников, в которой участвуют все отделения МВД РФ Северного Кавказа. Люди, которые избивали вас, не представляют ингушей или чеченцев. Они туда поехали по приказу вышестоящего начальства. А их начальство где? Правильно, в Москве. Если бы у нас была возможность их туда не пускать, их бы там не было. Но вы знаете ситуацию в Чечне и в Ингушетии. Эти же работники правоохранительной системы, называясь ингушами, убивают, пытают и чинят всевозможный произвол в нашем же отношении. Они представляют российскую власть и действуют только по ее приказу. Ничего общего с народом они не имеют. Они знают наш язык и не более того. Ни от традиций, ни от национальной культуры у них ничего не осталось. Те, кто работает в МВД, в Росгвардии, в Центре уже многие годы по сегодняшний день планомерно уничтожает ингушский народ. И такая ситуация практически в каждом регионе Северного Кавказа. И именно структуры приехали сегодня к вам для разгона вашего митинга. Мужчина, мусульманин, неважно какой национальности, никогда не поехал бы избивать мирных людей. Россия укладывается в навоз, и Кавказ собирается взрывать снова. Чем это может помочь группам в Кремле, непонятно. Ощущение, что у них установка при любой непонятной ситуации взрывать Кавказ. Нашу землю снова утопят в крови, если мы, сыны Кавказа, не возьмем на себя ответственность за будущее наших народов. Среди нас, к сожалению, много провокаторов, прислужников, наемников и предателей. Но Всевышний дал нам разум и знания, чтобы мы могли отделить их от своих. Дорогие братья, балкарцы, кабардинцы и представители других народов, этносов Кавказа, только мы есть друг у друга. Только мы, жители Кавказа, по-настоящему переживаем друг за друга. Не позволяйте себе быть пешками в чужой игре.
Наша история полна трагических примеров. Будем мудрее, братья. И в конце прошу Всевышнего защитить нас от бесчестных правителей, не допустить войны на Кавказе и даровать крепкое согласие между нашими народами. Алхамдулиллахи Раббил Алямин.